Здравствуйте, вы смотрите новости. В ближайшее время с вами Анастасия Маслова. Коротко о главных темах выпуска. Лицом к лицу сотрудники мэрии города и Минстроя республики обсудили вопросы переселения с жителями ветхих домов. Сроки действия рецепта продлили. Минздрав упростил порядок выписки обезболивающих препаратов. Музыка народа. В республике впервые прошел конкурс исполнителей на тувинских национальных инструментах имени Татьяны Балдан. О новостях подробнее. В Кызыле сотрудники мэрии города и Минстроя республики на протяжении 2 дней проводили встречи с жителями ветхих домов. На встрече сотрудники городской администрации рассказали о ходе строительных работ на каждом объекте, в которые планируется переселение жильцов конкретного дома. Так, в текущем году планируется к вводу по данной программе более 36 тысяч квадратных метров. Вопрос переселения из ветхого аварийного жилья на сегодня, пожалуй, самый острый, как для самих жителей, так и для сотрудников республиканского Минстроя и городской администрации. Накануне на вопросы собственников жилья ответили первый заместитель министра строительства Тувы Тамара Авыда и заместитель мэра Кызыла по строительству Борис Ачур. Больше всего жителей интересовало, когда и куда переселят. У нас строится это на сковородке, вертикаль в металлическом каркасе, там дома для переселения из аварийного по программе и детям-сиротам. А второй это участок «Спутник». Там строится по программе сейсмики, по программе переселения 5 домов. Также у нас площадка по улице Ангарский, Иркутская. Однако мнения жильцов по переселению не совпадают. Многие хотят быстрее переехать, а другие наоборот. Считают, что их жилье не в таком уж и плачевном состоянии. Главное, чтобы построили хорошие дома с надлежащей инфраструктурой. Так и Алтнай Солчак готова ждать год и даже 2. Самое главное, чтобы переселенные дома они были с хорошим отоплением, светом, чтобы все, что нужно для хорошего уровня жизни, для хорошего проживания было обеспечено. Самое главное для нас это качество постройки, а не переселение якобы в новый дом с непонятно какими условиями. На сегодняшний день работа по выбору и оформлению соответствующим образом строительных площадок под многоэтажную застройку уже завершилась. Однако в связи с нерадивостью подрядчиков на 3 домах по улицам Парижских коммунаров и Саганола проведена замена на местные строительные организации. Поэтому строительство этих домов будет завершено к концу года. В настоящее время строится 16 многоквартирных домов на территории города Кызыла, и в которые будут заселены жители 105 многоквартирных домов городских жителей, в которых проживает более 2900 человек. Но это общая квадратура, там более 40 тысяч квадратных метров. Общие сложности на переселение граждан из ветхого жилья в республике за последние годы направлено более 2,5 миллиардов рублей, из которых более 1,5 миллиарда составляет федеральное финансирование. Такой объем инвестиций в строительство нового жилья позволит республике, в частности Кызылу, полностью ликвидировать жилищный фонд, официально признанный аварийным и подлежащим сносу. Чинчисан Бугай, РС Хавалы, телекомпания «Новый век». Упрощен порядок выписки обезболивающих препаратов. Об этом сообщает Минздрав. Срок действия рецепта, оформленного на специальном бланке, увеличен до 15 дней. Ранее этот срок был ограничен всего 5 днями. Для упрощения процедуры врачи стационарных подразделений теперь наделены правом на выписку обезболивающих препаратов, в том числе подлежащих предметно-количественному учету. Еще одно послабление касается нормы анальгетиков на 1 рецепт. При выписывании повторных рецептов на обезболивающие препараты, подлежащие предметно-количественному учету, не обязательно сдавать упаковки использованных лекарств. В Минздраве Тувы действует горячая линия по вопросам назначения и выписки обезболивающих препаратов 34308. Звонить круглосуточно по вопросам обезболивания можно также по телефону 633 93. Власти Тувы закупили семенной картофель для распределения среди малообеспеченных и многодетных семей. Как сообщили в агентстве по делам семьи и детей Республики Тыва, являющимся координатором проекта «Социальный картофель», в общей сложности приобретено 33 325 килограммов семян. Картофель привезут из 2 хозяйств, выигравших торги. По информации специалистов Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Тыва, торги проводились в форме запроса котировок. В результате удалось сэкономить более 500 000 рублей. Семенами картофеля будет
обеспечено 1333 новых участников проекта малоимущих и многодетных семей из расчета 25 килограммов на семью. В этом году будет продолжено и выделение семян моркови, лука. Их получит 645 малообеспеченных семей. Семенной материал будет поставлен в первых числах мая и затем направлен в районы республики. Напомним, что губернаторский проект «Социальный картофель» реализуется в Туве уже 3-й год. Его основная цель – оказать адресную социальную помощь малоимущим семьям, повышение качества их жизни. Новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей ориентировочно запустят в оборот в октябре этого года. Об этом сообщает Российское информационное агентство. По их данным, ЦБ уже утвердил внешний вид банкнот. Бумага для изготовления новых денежных знаков будет специально подготовлена для усиления защиты от подделок. Напомню, что конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь прошлого года. В нем участвовали около 5000 номинантов, достопримечательностей из российских городов. Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого определились 2 победителя – символы Дальнего Востока и Севастополя. На банкноте номиналом 200 рублей будет размещено символы Севастополя, изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. А на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 31 копейка, а евро 61 рубль 51 копейка. Сделаем небольшую паузу на рекламу. Вернемся в эфир уже через пару минут. Оставайтесь с нами. Эй, пап, ты чё завис? Мы не в интернете. А цены как в интернете. Дачные скидки в РБТ.ру. Так, смартфон Хайер с поддержкой 2 сим-карт всего за 2490 рублей. РБТ.ру. Фабрика «Зонт» изготовит индивидуальную мебель от эскиза до установки из искусственного камня с фотопечатью на любом материале. Быстро и качественно. Горная 28 635 04. Пластиковые окна всем 2 47 47. Город окон. Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. Ее имя знает каждый музыкант Тувы. Татьяна Балдан, основоположник создания национального оркестра. Об этом она мечтала всю свою жизнь, но воплотилась эта мечта лишь после ее смерти. Национальный оркестр Тувы был создан в 2003 году. И сегодня его музыканты организовали первый республиканский конкурс исполнителей на тувинских национальных инструментах имени Татьяны Балдан. Первый конкурс исполнителей национальных инструментов собрал более 100 участников в возрасте от 8 до 35 лет. По задумке организаторов, принять в нем участие могли и профессиональные музыканты, и любители. Будущее поколение, они владели чисто традиционным стилем, а также они знали, чтобы все народные мелодии. Конкурс проводится по таким музыкальным инструментам, как игил, базанчи, чадаган, тошпулур и хомус. Участники разделены на 3 возрастные категории, у каждой своя конкурсная программа. Например, 3 песни, 3 народные наигрыши будут играть все участники именно этой категории. Самая маленькая участница конкурса Милана Сад приехала из Аверского района. Занимается музыкой всего лишь год, но уже решила попробовать свои силы, приняв участие в конкурсе. Кроме того, он дает возможность научиться новому. Мне 8 лет. Я играю на бзанче. Первооткрывателями конкурса стала младшая возрастная группа, где юные музыканты от 8 лет продемонстрировали зрителям свою игру на бзанче. Конкурс будет проходить в течение 2 дней. По словам организаторов, впоследствии он станет ежегодным. Ну а лауреатов конкурса ждет годовая стипендия в размере 3000 рублей и помощь в профессиональной деятельности от Национального оркестра Тувы. Чинчисамбуга, Эрис Хавалы, телекомпания «Новый век». Сейчас новости короткой строкой. Управлением Роспотребнадзора Тувы усилен контроль за качеством водоснабжения в поселке Хуваксы путем проведения лабораторных исследований после прорыва в начале апреля на водозаборной станции 2-го подъема Хуваксынского водоканала. Администрации района предписано провести ревизию санитарно-технического состояния водопроводных и канализационных сетей и их своевременный ремонт, а также обеспечить альтернативное водообеспечение. Организации водоснабжения села Хуваксы предписано ужесточить обеззараживание воды в водозаборных сооружениях, провести ревизию санитарно-технического состояния водопроводных сетей с устранением угрозы безопасности населения.
С 27 апреля школьники Кызыла и учителя начали раздавать георгиевские ленты горожанам. Акцию проводит Министерство образования Тувы. Сообщается, что в период с 24 апреля по 9 мая планируется раздать 7000 георгиевских лент в 4 муниципальных образованиях. Это город Кызыл, село Сарыксепка Хемского района, село Чахоль, село Самогалтай из Хемского района Тувы. Федерация УШУ Тувы совместно с Тувинско-китайским обществом сотрудничества проведут 29 апреля на площадке Юзкультуры «Царская охота» в Центра-Азии Всемирный день тай-цзи в Центра-Азии. По сложившейся уже традиции в этот день люди, занимающиеся тай-цзи и цигун, проводят не только массовые показательные занятия, но и бесплатные классы, обучая желающих присоединиться к философии тай-цзи и цигун и здоровому образу жизни. С 29 апреля по 9 мая в Туране пройдет ежегодное соревнование по парапланерному спорту. Состязания спортсменов в мастерстве по сверхлегкой авиации пройдут на пародроме Буйвол. Там же развернется и палаточный городок. Соревноваться будут в классе параплан и парящий полет. Первый заместитель начальника ГИБДД России Владимир Швецов подписал документы, разъясняющие некоторые процедуры, связанные с выдачей водительских удостоверений. Так, если гражданин уже получил удостоверение, а позднее выяснилось, что основанием для выдачи были поддельные документы, например, медсправка, свидетельство об окончании автошколы и тому подобные, то права аннулируются. В единую базу данных госавтоинспекции вносится соответствующая запись, а гражданину направляется письменное уведомление. Разъяснена ситуация, когда человек с украинскими правами желает получить права российские. Для этого он заново сдает экзамены, при этом Госавтоинспекция России направляет в ГАИ Украины запрос, не лишен ли этот гражданин прав. И снова подарок от радио. Ежедневно на Первом республиканском проходит радиоквест «Замес майонез». Слушатели в черте города ищут подарок, нашедший первым его и получает. Вся соль квеста в загадке. Ее необходимо отгадать, чтобы узнать местоположение подарка. В этом сезоне слушатели отправляются на поиски обеденных сертификатов от ресторана гостиничного комплекса «Буян-Бадыргы». Кстати, уже завтра, 28 апреля, ресторан «Буян-Бадыргы» впервые открывает свои двери для проведения караоке-вечера в формате вечеринки. Организаторы гарантируют отличное настроение. В программе танцы, песни, подарки. Узнаем, кто сегодня получил приз от ресторана прямо сейчас. Замес майонез. Пожалуйста, ваш сертификат, подарок. Спасибо. Радиоквест «Замес майонез» проходит ежедневно на «Голос Азии». Разгадывайте тайны вместе с рестораном «Буян-Бадыргы». А сейчас расскажу, какая погода будет завтра. В Кызыле ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью +3, +7, днем +25, +27. Ветер 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление 714 миллиметров ртутного столба. На этом у меня все. Выпуск также смотрите на YouTube-канале Тувинской единой службы информации. А эфир продолжит программу «Услышать каждого». В гостях у моей коллеги Чинчика Шпыкол, главный режиссер театра юного зрителя Кызыла, который недавно вернулся с Дельфийских игр. Всего доброго, до встречи на канале «Новый век».